Мендут, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать свой родной язык, постигать его уникальные особенности, а вместе с ними и особенно мировоззрение наших предков. На прошлом занятии нам удалось изучить несколько тем, а потому давайте их повторим на этом нашем уроке. Друзья мои, на пятом уроке мы с вами вместе изучили два падежа. Это направительный падеж и исходный падеж. Давайте повторим сегодня их. Направительный падеж обозначает направление, по отношению к которому совершается какое-то действие. Он образовывается посредством присоединения к слову двух падежных окончаний «ур» и «юр». «Ур» присоединяется к тем словам, которые у нас имеют «ир-экшик» или мужские твердорядные согласные, и «юр» присоединяется к тем словам, которые имеют «имекшик» или мягкорядные согласные. Давайте приведем примеры двух использований этих окончаний. Авур-од, авур-од, авур-од. Отправляйся по направлению к дедушке или конкретно отправляйся к дедушке. Будем мы переводить эту фразу на русский язык. Следующая фраза будет иллюстрировать пример с использованием окончания «юр». Эмчур ортен, эмчур ортен, эмчур ортен. Войдите, входите, заходите к врачу, то есть по направлению к врачу. Итак, исходный направительный падеж обозначает направление, по отношению к которому совершается определенное действие. При тех словах, которые имеют твердорядные согласные, а, о, у и другие, будет добавляться суффикс ур, а при мягкорядных согласных ю и другие будет добавляться суффикс юр. Исходный падеж — это был второй падеж, который мы изучали на прошлом занятии, и мы изучили лишь две его функции, на самом деле их гораздо больше, и по мере продвижения к овладеванию родным языком мы будем изучать их тоже. Но сейчас для того, чтобы овладеть какими-то основами, нам нужно всего лишь две функции, о которых я говорил на прошлом занятии. И первая из этих функций — это исходный пункт действия. А вторая функция — это лицо, от которого получают что-либо. Итак, давайте приведем примеры использования этого падежа. Я лишь напомню то, что он образовывается посредством присоединения к слову или основе этого слова суффиксов «ас» и «эс». Здесь нужно отметить тоже неясные гласные. Например, давайте приведем пример с использованием «ас». Это точно так же будет, как и предыдущие правила, когда суффиксы присоединяются к словам, которые имеют определенные гласные. Итак, бакшас-сур — спроси у учителя, обучись у учителя. Бакшас-сур, бакшас-сур, обучись у учителя, спроси у учителя что-то. И второй пример — это мягкорядные наши «им-экшик». Так как «диктр» — это мягкорядное слово, так как здесь буква «э» у нас, поэтому мы будем присоединять окончание падежное «эс». «Диктряс умштн». Прочтите из книги, от книги получите что-то. «Диктряс умштн», «диктряс умштн», «диктряс умштн». С каждым новым занятием, по мере того, как будет увеличиваться объем тех знаний, которые мы получаем, я буду все короче и короче делать вот эту вот часть повторения пройденного. Поэтому сейчас я еще раз напомню, что мы изучали на прошлом занятии направительный и исходный падежи. Направительный падеж обозначает направление, по отношению к которому совершается действие, и образовывается посредством присоединения к слову двух падежных окончаний «ур» и «юр», «авур-од» и «эмчур ортен». Исходный падеж для нас, для того, чтобы овладеть основами языка, достаточно, пожалуй, двух его функций. Это исходный пункт действия и лицо, от которого что-либо получают. Бакшас-сур — спроси от учителя или у учителя. На русский язык правильнее будет переводить так. И дектряс умштун, или прочтите из книги, получите какое-то знание из книги. Вот такие два падежа мы прошли на прошлом занятии. Друзья мои, кроме двух падежей, о которых мы сейчас вспомнили, на прошлом занятии мы изучили еще и настоящее продолженное время.
Я специально называю его так как большинство из вас изучали английский язык и помнят время present progressive, то время, которое показывает конкретное действие, которое совершается в настоящий, именно в данный момент. В калмыцком языке такое время тоже есть, и оно образовывается посредством присоединения к основе глагола двух суффиксов «джана» или «джана». В соответствии с тем, как мы уже говорили, имеющимся в нашем языке правилам сингармонизма, к «иры экшикта үгы» присоединяется суффикс «джана», тогда как «эмы экшикта үгы» присоединяется суффикс «джана». Я еще раз повторяю, что настоящее продолженное время обозначает действие, которое совершается в настоящий момент. Оно совершалось и ранее, и будет совершаться чуть позже, но именно в настоящий, в данный момент оно совершается, и об этом можно говорить следующими примерами. Например, «идж». «Идж», мы все знаем уже давно это слово, это мама или бабушка. «Идж хот чанджана». «Идж хот чанджана». «Идж хот чанджана». Мама или бабушка варит еду, варит пищу. И вот еще один пример с тем, как используется вот этот суффикс «джана». То есть здесь было «джана», а теперь «джана». Гейрген — это женщина, хозяйка дома. Гейрген үгü кельджене. А здесь нужно отметить, что во всех словах мягкого ряда или во всех словах, в которых имеются мягкорядные гласные, буква «л» всегда будет мягкой. То есть здесь всегда будет стоять некий такой маленький невидный мягкий знак. Я вот условно его рисую, но на самом деле на письме они не отмечаются. Тем не менее, нужно знать, что буква «л» в словах мягкорядных всегда произносится очень мягко. Гейрген үгü кельджене. Гейрген үгü кельджене. Гейрген үгü кельджене. Именно в настоящий момент сейчас женщина говорит какую-то речь, какое-то слово. Если мы будем это время, точно так же, как мы делали это раньше, использовать с местоимениями, то есть я, ты, то есть би, чи, ины, тыры и так далее, то мы будем добавлять к нему особые показатели лица в глаголе. То есть би — это я, ködülcenev, ködülcenev, би ködülcenev, би ködülcenev, би ködülcenev. Я работаю в настоящий момент, сейчас я работаю. Это было первое лицо. Во втором лице чи — это будет ты, как мы уже знаем, та — это будет вы. Чи или та, здесь разницы нет, поэтому я это все отмечаю здесь вот такой вот косой линией. Чи, возьмем пример с чи. Чи хот идженач. Прошу прощения, здесь вкралась ошибка. Чи хот идженач. Чи хот идженач. Или та хот идженет будет здесь. Чи хот идженач. Или та хот идженет. Вы в настоящее время, ты или вы кушаете пищу. Чи хот идженач или та хот идженет. И в третьем лице эны или тире, этот или тот, он, она, оно, как угодно здесь можно объяснять это, никакого окончания не будет, так как речь идет о третьем лице, о лице, которое может и не присутствовать при разговоре, то лица никакого к глаголу не присоединяется. Ин диктор умщана. Ин — это будет у нас этот, или он, она, оно. Или тире. Ин диктор умщана будет значить этот или он, она читает книгу без обозначения какого-то времени. Здесь нужно еще отметить, что при всех глухих согласных, умщана, например, там и вот очень хороший пример, вместо джана будет ставиться сюда суффикс чана, то есть дже будет заменяться на букву че. На самом деле в языке, когда мы это слышим, это естественно происходит, потому что умшджана сказать можно, но это будет создавать дополнительные трудности при произношении. Поэтому ины диктор умшчана, этот читает книгу, тире диктор умшчана, тот читает книгу. Никакого лица здесь ставиться не будет. То же самое будет происходить с теми местоимениями, которые обозначают множественное число. Мы знаем уже их из прошлых занятий, поэтому сейчас приведем примеры.
Бидн — это мы. Давайте будем остановимся и будем использовать только эту форму для пояснения в разных примерах. Бидн утхар. Утх, как мы помним, это у нас нож, а утхар — это ножом. Бидн утхар. Утыльджана видн. Здесь мы будем указывать эту форму, которая уже нам привычна и достаточно хорошо известна. Бидн утхар утыльджана видн. Мы что-то режем ножом. Тадн эмчур орджанат. Тадн эмчур орджанат. Вы заходите именно в настоящий момент, сейчас вы заходите к врачу. И в третьем лице множественного числа местоимений эдн или тедн, эти или те, то есть уже по отношению к большой группе людей, газагас орджана. На прошлом занятии мы изучили слово газа, то есть снаружи, изнутри, где-то на улице и так далее. Эдн газагас орджана, как мы помним, в исходном падеже, если слово оканчивается на гласную, мы в прошлый раз приводили пример со словом гаха, сегодня мы приводим пример со словом газа. Так как слово газа у нас оканчивается на гласную, то в исходном падеже это слово будет приобретать еще один дополнительный интервокальный согласный, то есть согласный, который стоит между двумя гласными. Мы же не можем сказать газа ас орджана. Поэтому здесь мы добавляем интервокальный согласный г. Таким образом получается эдн или тедн газагас с улицы, снаружи откуда-то. Орджана. Здесь тоже никакого лица ставиться, отмечаться не будет. Таким образом, мы с вами изучили уже достаточно много времен, и сейчас давайте рассмотрим их более подробно, чтобы окончательно установить, уяснить эти времена у себя в сознании, и для того, чтобы потом в будущем мы с легкостью могли все вот эти вот временные формы использовать. Давайте сейчас рассмотрим это в особой таблице. Итак, дорогие друзья, на доске я сейчас изобразил вот такие две простые таблички с использованием двух таких вот явных примеров того, как должны формироваться разные глагольные, точнее временные основы, временные формы. И эти два слова — это слово «йов», «иди», где в основе его лежит твердорядное твердорядное гласное «о», и слово «кель», где в основе лежит мягкорядная или буква «э». Итак, давайте рассмотрим сейчас эти понятия. «Йов» — это значит «иди» по отношению к людям, которые с нами одного возраста, меньше, младше или близкие к нам по возрасту. То есть те, к которым мы можем обращаться прямыми императивами или повелительными наклонениями, повелевать или приказывать им что-то делать, заставлять их что-то делать. «Йов» — это «иди», это основа. Теперь давайте, как мы уже изучали с вами на предыдущих занятиях, добавим к ней основу суффикс «тн». «Йов тн» получится, «иди те» уже будет. «Йов тн» — это «иди те». Йовна — это ходит или будет куда-то идти. Йовх — это значит пойдет в какое-то будущее время, в определенное будущее время он куда-то пойдет отправиться. И йовджана идет в настоящий момент. Вот посмотрите, как образовываются эти временные формы. А теперь приведем пример с имы экшикта юг или с мягкорядным словом, со словом, которое имеет мягкорядные гласные. Келе — это будет говори, кельтн — это будет говорите, келена — это значит будет говорить или вообще говорит, келех — это значит он будет когда-то говорить, и кельджана — это значит говорит в настоящий момент. Посмотрите, мы сейчас знаем уже два повелительных наклонения. Келе по отношению к близковозрастным людям, кельтен по отношению к старшим или к небольшой группе людей. А также целых три временных формы. Йовна, йовх, йовджана. Настоящего будущего времени и настоящего времени продолженного, как мы его сейчас называем. Или то действие, которое совершается конкретно в настоящий момент. То же самое
самое будет происходить и со словом келе. Келе — это значит «говори» по отношению к тем, кто примерно с нами равный по возрасту. Кельтен по отношению к людям старшего возраста или по отношению к небольшой группе людей. Келене — это будет у нас либо говорит вообще, либо будет говорить. Келех — это конкретно будет говорить в какой-то будущий момент, и кельджена — это говорит в настоящий момент. И таким образом мы знаем два повелительных наклонения: настоящее будущее время и настоящее продолженное время. Я очень прошу всех вас, тех, кто сегодня смотрит этот урок, все те глаголы, которые мы с вами изучили, начиная с самого первого занятия, чтобы все вы их проверили посредством прописи или и произношения, в том числе вот таких вот табличек, вот таких вот формул. Если вы напишите их и уясните, как формируются, как образовываются эти временные формы в калмыцком языке и формы повелительного наклонения, то нам будет гораздо легче продолжать свое изучение калмыцкого языка. Это будет домашним заданием для всех вас. Друзья мои, сегодня мы выучим еще один падеж. Это будет предпоследний падеж, который мы будем с вами изучать. Два этих падежа достаточно сложные. Первый из них — это родительный падеж. И поэтому я их оставил на самый последний момент, на два последних урока, которые у нас будут проходить. Поэтому сегодня мы изучим родительный падеж. Казалось бы, для русского языка, для носителей русского языка родительный падеж один из тех, кто изучается в самую первую очередь. А у нас в калмыцком почему-то я его оставил на последнюю очередь. Почему? Я сейчас объясню. Все дело в том, что родительный падеж достаточно сложный из-за того, что огромное количество слов и огромное количество раз он используется в разговорной речи, он достаточно сложный, в отличие от тех падежей, которые мы изучали. Но сегодня я постараюсь максимально просто объяснить, как образовывается родительный падеж с разными словами калмыцкого языка. Итак, родительный падеж обозначает принадлежность кого-то, кому-то или чего-то, чему-то, а также принадлежность кого-то, чему-то и чего-то, кому-то. То есть принадлежность, например, цвет доски, там, или какой-то там пример, ну, например, смысл урока, то есть принадлежность чего-то, чему-то или кого-то, кому-то. Итак, с теми словами, которые у нас в калмыцком языке оканчиваются на букву «н», вот она здесь, оканчиваются на букву «н», в родительном падеже добавляется окончание «а» или «э». Это тоже соответствует правилу сингармонизма. То есть «иры экшикте үгды» мадн будем добавлять букву «а», а «и мы экшикте үгды» мы будем добавлять букву «э». Давайте рассмотрим примеры. «Хар» — это черный. Усна, посмотрите, так как здесь у нас есть буква У, которая относится к ирекшик, мы будем добавлять окончание А. Хар усна көсн. Көсн, как мы знаем, это пена. Харусна көсн. Харусна көсн. Харусна көсн. Харусна көсн будет переводиться как пена черной воды. Вот здесь вот это вот окончание «а» на русский язык будет переводиться именно в данном случае как воды, то есть принадлежность чего-то, чему-то. Көсн принадлежит, то есть пена принадлежит слову усн, вода. Хару усна көсн или харусна көсн. На самом деле это такое идиоматическое выражение в калмыцком языке, которое обозначает пустозвона, человека, который хорохорится, много говорит, но ничего не делает. Харусна көсн. Я не случайно сказал в начале урока, что мы изучаем уникальное мировоззрение наших предков. Так вот, харусна көсн говорят о человеке, который очень много говорит, бахвалится, хвастается, но ничего фактически не делает. То есть пена чистой воды, объем есть,
а содержимого нет. Харусна кёсн — это выражение, я думаю, что все мы постараемся запомнить и использовать его по отношению к объяснению каких-то явлений, встречающихся в нашей жизни. И следующий пример будет с использованием «эмы икшикте үгд». Как это будет происходить? «Халямык келене үг». Вот здесь, так как буква у нас будет «эмы икшикте», мы будем добавлять сюда окончание то есть халимык келене үг, халимык келене үг, халимык келене үг. Слово или слова калмыцкого языка. Вот здесь вот окончание языка будет показывать, что принадлежность этого слова, это слово принадлежит понятию язык. Халимык келене үг, слово калмыцкого языка. Итак, мы рассмотрели два примера. Хары усна кюсен и хальмы кельне үг, где подчеркивается принадлежность в тех словах, которые оканчиваются на букву «н». Хары усна кюсен, хальмы кельне үг. С остальными согласными и неясными гласными, например, в словах бакши, ав, где мы на письме не отмечаем неясные гласные, однако при речи мы произносим их каким-то особым фоновым звуком, как я уже это говорил, будет добавляться окончание «ин» или «ин», опять-таки в зависимости от того, какое это будет слово. Однако как я говорил на первом занятии, эта буква, этот звук в калмыцком языке появился сравнительно недавно. Поэтому слов с использованием вот этой вот буквы и окончания вообще «ин» достаточно мало. Многие из этих слов и до сегодняшнего дня продолжают писаться с окончаниями «ин» по старинке, как это было в ясном письме Тудо-Бичик. Давайте рассмотрим примеры. «Ин» это этот или это. «Ин» «өрдин» «көвүн». Это сын или мальчик Айрата или Айратов. «Ин» «өрдин» «көвүн». Это сын Айрата. «Ин» «өрдин» «көвүн». «Ин» «өрдин» «көвүн». Так произносится эта фраза. Вот здесь мы видим, что так как здесь у нас «эмы экшикте үг», это у нас «эмекшик», поэтому окончание добавляется «ин». Однако есть исключения. Вот, например, слово «бакши», как мы помним, имеет здесь неясную гласную после буквы «ш». «Бакшин», казалось бы, должно было писаться через «ин», «бакшин». Но так как буква «ы», как я объяснял уже на самом первом занятии, у нас сравнительно новая, традиционно мы продолжаем писать «бакшин». «Бакшин» — это значит «учителя», что-то принадлежащее учителю. «Утх», как мы помним, это «нож». «Бакшин утхин гер». «Утхин гер» — это значит «ножны», домик для ножа. «Гер», как мы помним, это дом, не «гере», я еще раз подчеркну, а правильно произносить это слово «гер». «Бакшин утхин гер» — ножны для ножа или от ножа учителя. «Бакшин утхин гер», «бакшин утхин гер». Запомните еще выражение «утхин гер» — это значит «ножны». И все остальные явления, связанные с ножнами для меча, для чего-то еще, будут использовать. И даже для амулета, если есть такой металлический специальный оклад, он тоже называется в калмыцком языке гер, то есть домик для чего-то, для ножа, меча, бурхана, который висит у нас на шее и так далее. «Бакшин утхин гер» — это ножны ножа учителя. И вот здесь мы приведем пример еще с использованием уже суффикса «ин». Давайте рассмотрим вот этот вот нам известный уже давно с прошлого занятия пример. «Газаадын күн». Посмотрите, так как здесь у нас были «р» и «кшик», или мужские, или твердорядные гласные, соответственно, окончание к этому слову будет «ин» уже. Это не так много слов. Я думаю, что по мере изучения и практики родного языка вы запомните те слова, которые именно таким образом склоняются по падежам, в частности в родительном падеже. Поэтому здесь мы особо останавливаться не будем. «Газадын кюн» — это иностранец, то есть человек, пришедший извне откуда-то. «Газа» — это на улице, «газаадын» — это значит внешний, пришедший извне, появившийся извне. «Газаадын кюн» — это иностранец, то есть человек, который появился откуда-то извне, из-за пределов того мира, в котором мы находимся. Вот так образовывается
несколько вариантов родительного падежа. Сейчас продолжим его изучение. Друзья мои, следующие два примера того, как родительный падеж изменяет некоторые слова, приведем сейчас. В некоторых словах, где исторически, в то время, когда мы пользовались еще нашей письменностью тудо-бичик, были долгие гласные, они как раз-таки и появляются при склонении в родительном падеже. Например, современное слово «тек» значит «степь». В старину оно писалось в тудо-бичик вот так вот «тек». Но по мере использования этого слова, по мере того, как в наш язык пришла новая письменность или кириллица, в современном языке это слово уже звучит как просто «тек». Здесь гласное краткое. Однако, если мы будем переводить это слово или образовывать от него родительный падеж, то получится уже не «тегин», а «тегин», «тенгр», например. Еще раз повторим эту фразу. Тегин тингр, тегин тингр, тегин тингр. Это будет значить степное небо. Ведь слово тенгр обозначает небо, а тегин будет степное, то есть принадлежащее степи. Небо, которое есть в степи, которое принадлежит степи. Итак, тег, тегин, тингр. Еще одно очень интересное слово хан. Или царь, хан, владыка какой-то. И вот хан тоже в старину писалось с долгой гласной в тудо-бичик. Сейчас, когда мы это слово склоняем в родительном падеже, то получается хана. Здесь будет уже долгое, заметьте это. Очень много таких вот простых слов, в которых раньше исторически были долгие гласные, они проявляются в родительном падеже. Хана йосн, хана йосн. Хана йосн. Хана йосн — это значит ханская власть. То есть закон некий, традиция, то, чему мы должны подчиняться, и то, что принадлежит хану. То есть здесь в данном случае это мы будем переводить как ханская власть. Если же слово заканчивается на гласную, причем исторически обычно это было сочетание особое, ай, ой и так далее. Например, слово гаха, как вот здесь приведено. Давайте сейчас просмотрим, то к нему будет присоединяться просто суффикс «н» без каких-то «ин» или «а», просто суффикс «н». Например, смотрите, тадн, мы уже знаем это личное местоимение, тадн — это значит «вы» во множественном числе к группе людей какой-то обращается. Человек, который говорит это тадн, гахан хот аучанат. Тадн гахан хота аучанат. Тадн гахан хота аучанат. Гахан, здесь мы видим, что так как это слово оканчивается на гласную, мы сюда прибавляем всего лишь букву «н». Тадн гахан хота аучанат. Тадн гахан хота аучанат. Вы берете еду для свиньи или пищу для свиньи. Тадн гахан хота аучанат. Где исторически были долгие конечные гласные, например, слово «залу» писалось в тудо-бичик вот так, если мы на современном будем его записывать, тогда как слово «гаха», кстати, писалось как «гахай» в монгольском языке, и до сих пор это написание такое же остается. То здесь, как мы видим, был вот это вот сочетание «ай», поэтому здесь мы добавляем букву «н». Что касается долгих гласных, когда просто была долгая гласная, как здесь, например, в слове «залу», в родительном падеже будет появляться интервокальный, уже известный нам хорошо по предыдущим падежам, согласный. Итак, давайте рассмотрим примеры. «Ин залугин көвүн номгын». «Ин залугин көвүн номгын». «Ин залугин көвүн номгын». «Ин залугин көвүн номгын». Это значит, сын этого мужчины спокойный. Сын этого мужчины спокойный. Ины залугин кövүн номгын. Все эти слова мы проходили на предыдущих занятиях, поэтому я смело использую их для примеров, для того, чтобы и у вас в сознании закреплялись эти понятия. Ины залугин кövүн номгын. Сын этого человека, этого мужчины спокойный. Или такой пример. Тері көвүнә
Вот здесь мы снова видим, так как слово, мы уже изучали это, оканчивается на букву «н», в родительном падеже к нему будет добавляться суффикс «а» или «э». В данном случае это будет «э», так как здесь буква «э» называется «им-экшик» или женская мягкорядная гласная. «Тиры кövüne». А вот здесь далее уже более интересно. «Серярин». «Серя». В Тудо-Бичик писалось как «сере». Я сейчас запишу это слово. Здесь тоже была долгая гласная, не так, как в слове «гаха». Так вот, поэтому здесь тоже будет добавляться интервокальный согласный «г». «Серярин чинр сен». «Тиры кövüne серярин чинр сен». «Тиры кövüne серярин чинр сен». Повторяйте, проговаривайте это, чтобы ваш речевой аппарат привыкал к произношению калмыцких слов и фраз. «Тиры кövüne серярин чинр сен». Качество вилок, чиныр это качество вилок того мальчика хорошее. Качество вилок того мальчика хорошее или того парня. Ну, представим себе ситуацию, когда парень продает вилки, и нам нужно их купить. Вилок много, а у того парня, о котором мы говорим, вилки самого лучшего качества. И вот как мы это можем сказать для своего собеседника. «Тиры кövüne серярин чиныр сен». Качество вилок того мальчика хорошее. Таким образом образовывается родительный падеж. Это достаточно непросто, поэтому для изучения его мы отведем определенное время, а потому последний падеж калмыцкого языка мы будем изучать чуть позже. А сейчас вы просто должны закрепить вот эти все правила, по которым образовывается родительный падеж в калмыцком языке. Изучив родительный падеж, уважаемые друзья, сейчас мы изучим еще одну форму глагола калмыцкого, которая называется предельная форма. То есть та форма глагола, которая показывает предел, до которого осуществляется определенное некое действие. Она образовывается посредством присоединения к основе глагола, как мы уже и привыкли, суффикса «тл». Суффикса «тл». И будет переводиться на русский язык следующим образом. Пока что-то не будет сделано или пока что-то не произойдет, другое что-то либо произойдет, либо не произойдет. Давайте приведем примеры этой формы. Хулдаче, как мы знаем, это продавец. Хулдаче иртл, пока продавец не придет. Хулдаче иртл би индесунав. Би индесунав. Хулдаче иртл би индесунав. Пока продавец не придет, я посижу или буду сидеть здесь. Вот это будет переводиться. Давайте еще раз с вами повторим эту форму. Хулдачи иртл би индесунав. Хулдачи иртл би индесунав. Старайтесь проговаривать это быстрее, для того, чтобы привыкнуть к скорости калмыцкой речи. Хулдачи иртл би индесунав. Пока продавец не придет. Вот этот вот иртл будет обозначать, пока что-то не будет сделано. Хулдачи иртл, в данном случае, пока продавец не придет, би индесунав. Я буду сидеть здесь. Следующий пример такой еще. Идж — это мама или бабушка. Хот — это пища. Чантл — то есть пока мама или бабушка не сварит, не приготовит нам пищу, ödemük итх. Ödemük итх, мы эту форму уже хорошо знаем будущего времени, а дедушка или отец будет есть хлеб. Иджи хотты чантл авы ödemük итх. Иджи хотты чантл авы ödemük итх. Иджи хотты чантл авы ödemük итх. Это будет значить, пока мама или бабушка не приготовит еду, дедушка или отец будет есть хлеб. Следующий пример. Имгн. Имгн — это женщина пожилого возраста. Обычно переводят как старуха, но мне не очень нравится это выражение, потому что оно в русском имеет некий такой экспрессивный оттенок. Поэтому имгн мы будем переводить как пожилая женщина. Имгн бернес. Берн, как мы помним, это помещение. Бернес из помещения. Гартл, пока не выйдет. Имгн бернес гартл,
пока пожилая женщина не выйдет из определенного помещения какого-то, бернеса, имген бернеса гартл, кюкен бичх, девочка будет писать. Это просто примеры, на самом деле вы можете приводить и свои уже примеры, зная определенное количество глаголов и определенное количество слов. Итак, пока пожилая женщина не выйдет из помещения, девочка будет писать. Следующий пример. Тир хувцан угатл бакши ирхы. Тир это будет тот. Хувцан это значит, хувцы это будет одежда, значит. Тир хувцы. Прошу прощения, мы вот эту вот форму еще не изучали, я ошибся здесь очередной раз. Тиры хувцы угатл, пока он не постирает или пока он будет стирать, мыть свою одежду, тиры хувцы угатл, бакши ирхы. Учитель придет. Пока он постирает свою одежду, помоет свою одежду, придет учитель. И еще один пример для того, чтобы окончательно закрепить эту форму, предельную форму глагола нашего. Кюкен – это девочка или ребенок. Бичтл – пока ребенок будет писать чи келе – ты говори. Кюкен бичтл чи келе – пока ребенок будет или девочка будет писать что-то, чи келе – ты говори. Вот так образовывается предельная форма калмыцкого глагола посредством присоединения к основе глагола суффикса «тл». И на русский язык она будет переводиться вот такой вот громоздкой фразой «пока что-то не будет сделано, будет происходить что-то другое». Хулдачи иртлби индесунав, иджи хоты чантл авы ödmügitхы, имген бернесен гартл кюкен бичхы, тере хуцу угатл бакши ирхы, кюкен бичтл чи келе. Вот такие вот примеры мы привели. Вы можете составлять, я думаю, что это тоже будет вашим заданием после окончания 6-го урока, составлять свои предложения с изученными уже нами глагольными формами. И тогда прогресс по изучению родного языка для всех вас будет явно налицо. Вот так образовывается предельная форма глагола, которая обозначает предел, до которого осуществляется определенное действие какое-то. Уважаемые друзья, для того, чтобы наш словарный запас постоянно пополнялся новыми словами, которые позволят вам выражать все свои мысли, мы сейчас изучим еще несколько слов калмыцкого языка. Они будут разными. Это будут и существительные, и прилагательные, и глаголы. Итак, давайте изучим те слова, которые мы уже использовали в этом уроке. И первое из этих слов — это слово «тек». В старину, когда мы писали еще письменностью тудобичик, буква «э» в слове «тек» была долгой, поэтому в родительном падеже слово «тек» будет склоняться как «тегин». Слово «хан» тоже писалось с долготой, поэтому в родительном падеже, когда мы будем писать «хана», мы будем эту долготу использовать. Тек — это степь, хан — это царь, владыка, правитель, хан. Следующие слова относятся к домашним животным. Наверняка у многих из вас есть масса различных домашних животных. Давайте мы некоторые из них сейчас изучим. Ноха, ноха, ноха — это собака. Давайте еще раз повторим. Ноха, ноха, ноха. Следующее слово — это кошка. Мис. В некоторых калмыцких диалектах говорят мисе, но это неправильно. Слово мис пришло в наш язык, так как мы были кочевниками и кошек держать не могли. Кошки не кочуют вслед за овцами, коровами, лошадьми и так далее. Поэтому кошек калмыки не очень любили и, в принципе, не держали никогда их. Но сейчас, будучи оседлыми, многие из нас держат кошек, многим нравятся эти животные, особенно их лапки там многим. Поэтому это слово тоже нужно обязательно запомнить. Оно звучит как мис. Не мисе никакой, а именно мис. Мис — это кошка. Слово пришло, опять повторюсь, из тюркских языков. Некоторые из нас держат сейчас попугайчиков. Попугайчик на калмыцком языке, попугай вообще называется словом тоте. Не тоть, а именно тоте.
Почему тоте? Потому что вот здесь, где сейчас у нас есть мягкий знак, в старину в тудобичик стояла буква «и», то есть оно записывалось так, тоти. Это слово тоже заимствовано нами, попугаев, в Центральной Азии, в Джунгарии, или где мы там еще раньше жили, да и здесь, в Калмыкии, в старину не было. Поэтому это слово заимствовано из санскрита, где оно звучит как «тота», попугай. Пройдя множество различных языков, оно пришло и в наш язык, но благодаря тому, что оно прошло достаточно длительный путь, оно несколько изменилось, и из тоты превратилось в тоти, а где ударение, как мы знаем, уже всегда в калмыцком языке падает на последний слог. Поэтому, когда какое-то слово будет иметь мягкий знак в конце, например, слово тоти в данном случае, то ударение будет падать вот как раз-таки на вот этот вот мягкий знак. Хотя говорят, что ударение всегда падает на гласную букву, никогда на согласную, а тем более уж на мягкий знак оно падать не может. Однако, так как этот мягкий знак смягчает букву «т», здесь, а вместо него в старину был полноценный звук «и», поэтому ударение будет падать именно на последний слог. «Тоти» — правильно произносить это слово. Давайте еще раз повторим его. «Тоти», «тоти», «тоти». Это попугай. Многие из нас также держат аквариумных рыбок. Рыбка по-калмыцки будет называться захсын. Захсын, захсын, захсын. Это рыба. Давайте представим, что мы хотим заставить младшего брата или своего ребенка покормить рыбок. Как мы скажем? Захсынды хоты ög. То есть дай еду рыбкам. Кто-то недавно спрашивал, как же будет сказать покормить множество голубей. Дело в том, что один голубь, если он есть у вас, то это один голубь, и мы все будем понимать, что это один голубь. Если же мы говорим о множестве голубей, то мы понимаем, что голубь никогда не живет один, он всегда живет в стае, поэтому меняться окончание не будет. Он также будет продолжать называться голубем одним, но будет подразумеваться, что это просто род голубиных. Вот так нужно это объяснять. Следующее слово относится к пище. Алимын, алимын, алимын. Это очень древнее слово. Это слово обозначает яблоко у нас. Есть даже имя Альмын, Альмана, Альмина и так далее. Альмын — это яблоко. Следующее слово — это кедемын. Кедемын, кедемын — это груша. И еще одно слово — это слово санг. Санг. Санг, повторите его. Санг — это некое хранилище чего-то. Санг бывает и клад, и какое-то хранилище вообще чего-либо. И склад даже может называться словом санг. Если же мы берем слово «диктор», книга, и ставим его в родительный падеж, то есть книги или книг, «диктрин санг», то это будет библиотека уже. Вот сочетаний со словом «санг», имеющих значение хранилища чего-то большого, денег, там еще чего-то, а даже лекарства в аптеке, будет называться санг, то есть некое хранилище чего-то, большого количества чего-то. Диктрин санг — это библиотека. Эмин санг, это лекарство, как мы помним, это будет у нас аптека или аптечный склад. Следующее слово — это слово «время», цак. Именно цак, а не цаге, как многие сейчас произносят. Мы ведь не говорим стуле, столе, маркере. Это как-то звучит даже смешно, но почему-то в своем родном языке мы позволяем и дозволяем себе неправильно произносить слова. Правильное звучание слова «время» — это цак. Давайте еще раз повторим. Цак, цак, цак. В тудобичик долготы никакой в этом слове не было, поэтому в родительном падеже оно будет звучать как цагин, а не цагин. Там, в отличие от слова «тек», где была долгота, в слове «цак» долготы нет. Поэтому цагин — это временной, временный и так далее. Цак — это время. Следующее слово — это день. Ödr. 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 Здесь есть неясный звук между буквами «д» и «р». Ödr. 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 Это день. Теперь изучим несколько цветов, которые нам понадобятся. Улан. Улан. Улан, как мы помним, да, первая гласная, потом согласная и следующая. Если гласная стоит, то она будет протягиваться немножко дольше, чем даже первая. Улан — это красный. Кк, кк, кк — это синий, бирюзовый, зеленый. Мы можем сказать даже кк ноган. Слово ноган мы еще не знаем, но вообще оно означает траву. Казалось бы, синяя трава, что-то не такое. На самом деле кк — это синий, бирюзовый с оттенком зеленого цвета.
или вообще голубой, то есть все цвета, имеющие палитру от синего до зеленого, в калмыцком языке часто обозначаются словом «кк». Мы это уже объясняли в аккаунтах Центра по развитию калмыцкого языка. Вы можете обратиться к ним и прочитать, как изменялись вот эти вот слова. И следующее слово, которое нам нужно, это слово «шар». «Шар» значит «желтый». Желтый не только по отношению к цвету, но также, например, шар, хар, это значит будет духовенство и простой народ. Вот так вот даже различаются эти понятия. Поэтому на самом деле все эти слова достаточно широкие по своему значению, по своим каким-то понятиям. Мы изучаем лишь основы. Все дополнительное вы можете почерпывать уже сами, читая различные книги по калмыцкому языку и на калмыцком языке. И несколько глаголов, которые нам понадобятся. Первый из этих глаголов — глагол «запоминать». Я думаю, что мы давно должны были его выучить, но так как мы это не сделали на предыдущих занятиях, давайте исправим эту ошибку и сделаем это сейчас. Чеджилх, чеджилх, чеджилх будет значить «запоминать». Би чеджилджанев, тадн чеджилджанет, тире чеджилджане, би чеджилнев и так далее. Чеджилх — это значит запоминать. Следующее слово ухалх. 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 Ухалх будет производным от слова ухан, разум, разумение. Следовательно, ухалх будет разуметь, мыслить, думать, размышлять. Ухалх. Разуметь, думать, мыслить, размышлять. И еще одно слово, которое все мы любим, но которое, наверное, не всегда можем сделать, исполнить в том виде, в котором нам хочется, это слово унтх. 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 Унтх — это спать. Унтх — это спать. А вот слово серх, что мы иногда делаем утром, хотя хотим еще унтх, но нам будильник звонит, и нам нужно будет что делать? Пробуждаться, просыпаться. Этот глагол звучит как серх. 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 Серх — это пробуждаться, просыпаться от сна. Теперь заучим еще несколько местоимений, которые нам пригодятся. Это местоимение «мана». «Мана». «Мана» — это значит «наш». То есть группы людей, принадлежащие какой-то группе людей. «Мана дектр», например, это наша книга, книга нашей семьи, где несколько человек. «Тана» — это ваши, то есть принадлежащие некой группе других людей. «Тана», «тана», «тана» — это ваши, значит. И в третьем лице, как будет это сказать? Как мы помним уже «эдн» и «тедн» выражение, в третьем лице, вот здесь, кстати, нужно отметить, что это как раз-таки родительный падеж, вот это вот окончание «тедн», если «эдн» это значит «эти» или «это», или «этот», то «эдне» это значит «их», то есть кого-то, кто находится в ближайшей от нас перспективе, то есть тех, кто находится, например, по ту сторону камер, которые записывают сейчас этот урок. «Эдне», например, камермут, да, это камеры этих людей. И «тедне» для тех, кто находится вдали от нас. «Тедн» это будут они, а «тедне» это будет их. Таким образом, дорогие друзья, у нас по окончанию этого урока нужно будет вспомнить все предыдущие темы, которые мы изучали. По всем глаголам, которые мы изучили на протяжении уже 6 уроков родного языка, нужно будет сделать вот такие вот, которые я уже прежде показывал, эти таблички, чтобы вспомнить все временные основы. Кстати, вы можете добавить сюда и основу какого-то времени, которое мы изучили сегодня, которое оканчивается на «тл» и обозначает определенное действие, которое совершается, пока не совершилось что-то другое. Итак, дорогие друзья, заучивайте все слова, которые мы изучаем на наших уроках, практикуйтесь в разговорной речи, и наш прогресс в изучении родного языка будет все более явным и явным. Ода сен бетен.